инцидент, обернувшийся головной болью для мигрантов. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему Россия вновь шерстит таджиков. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Слишком много их здесь развелось. Потому что дети боятся. Бабы боятся. Вы дети в школу не пошли, половину. Я сам боятся. Убийство пенсионерки для жителей села Бужаниново под Сергиевым Посадом стало последней каплей. Люди говорят, что они давно опасаются приезжих работников предприятия «Экоокна». До сих пор поступают комментарии на страницах в Instagram и Facebook и на официальном сайте некоторых таджикских СМИ об убийстве пожилой женщины в России. Это гнусное преступление, совершенное 13 сентября в селе Бужаниново Московской области, привело в негодование местных жителей. Они пришли к местному общежитию, в котором поселились таджикские мигранты, и потребовали от полиции выселить их. Если изнасиловали взрослую женщину, то о чем вы говорите, что они к детям не пристают? К девчонкам, к молодым не пристают. Они пристают ко всем. Они бедные, несчастные, и баб здесь живут. Хозяева жизни здесь, это ихний поселок, это не наш поселок, это ихний стал поселок. Мы спокойно пройти не можем, и дети наши не могут. Многие пользователи написали, что преступники должны быть наказаны, поскольку они порочат имидж мигрантов, которых и так недолюбливают из-за захвата рабочих мест в России. Пользователь по имени Амир Таджиев разместил подобный комментарий на странице в Фейсбуке и осудил преступников. Из-за одного негодяя все мигранты оказались крайними. Он навел проклятие на таджиков. Теперь положение мигрантов станет еще хуже, написал он. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Другие заявили, что нельзя унижать и оскорблять весь народ за преступление, совершенное двумя людьми. Пользователь Захириддин Рахимов написал также на странице в Фейсбуке: правоохранительные органы должны работать должным образом и не винить всех мигрантов. Нельзя из-за отдельных преступных элементов унижать целую нацию и нарушать права непричастных к этой трагедии людей, а виновные, несомненно, должны быть наказаны. Некоторые утверждают, что увеличение количества рейдов в отношении мигрантов из Центральной Азии, включая таджиков в России, может быть политически мотивированными, и что это связано с несоответствием позиций Таджикистана и России по талибам, когда первые заявили, что не примут правительство Талибан, а вторые заявляют, что будут сотрудничать с талибами в зависимости от их дальнейших шагов. Пользователь по имени Исфандиер Халили оставил такой комментарий: «Я думаю, что это скрытая политическая игра. После того, как Таджикистан объявил о своей позиции по ситуации в Афганистане, в то время как Россия и Китай высказались за официальное признание Талибан, начались притеснения мигрантов и их депортация. Возможно, это форма давления на таджикское правительство, чтобы оно не выступало против Талибана. В противном случае, почему все мигранты должны быть наказаны, когда подозреваются двое-трое мигрантов?» Другая группа пользователей считает, что лучший способ предотвращения всех неприятностей, с которыми сталкиваются мигранты, это дать им надлежащее воспитание, привить моральные ценности и уважать законы и традиции страны пребывания. Таджикская писательница Шахрия Ахтамзод оставила короткий комментарий на странице. Если мигрант, будучи на своей родине, не знает о моральных ценностях и поведении в обществе, то, находясь в миграции, он клеймо нации. Необходимо тщательно проверять выезжающих мигрантов по психологическим и политическим аспектам. Мазбуджон Мухаммадиев написал ей в ответ, что, возможно, именно из-за миграции родителей таджикские дети не получают должного воспитания. Откуда им, бедным таджикам, научиться нравственности и приличному поведению, когда отец годами в миграции, мать целыми днями занята бытом, а бедные преподаватели уже не имеют былого влияния? Дети, едва достигнув совершеннолетия, выезжают в миграцию. Они видят унижение, притеснение, невежество. Так где же они могут получить необходимое воспитание? Написал он. А вы как думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.